Добрый день, дорогие друзья! Сегодня захотелось записать это видео о боли моего народа. Кто такие таджики? Почему, когда народы говорят о своих предках, то все восхищаются и гордятся ими? Но как речь заходит о таджиках, то нас пытаются упрекнуть в межнациональном конфликте. Как говорил Геббельс, отними у народа историю, и через поколение он превратится в толпу. А еще через поколение им можно управлять как стадом. Сейчас многие из вас могут меня упрекнуть в идеологии фашизма, но нет, я противник этого движения. Кто такие таджики? Да, сегодня о нас говорят, что мы мигранты, шумные, малообразованные, бедные, дешевая рабочая сила. Но мы также являемся теми, кто строит дороги, школы, дома. Вы любите нашу кухню, наши труды, наши пряности и сухофрукты. Мы веками создавали культуру и цивилизацию, но по причине войн все это было разрушено и присвоено чужими народами. Не стоит забывать, мы дали миру множество ученых, поэтов, писателей, богословов. Так давайте же не будем превращаться в толпу и немного вспомним нашу историю. Кто такие таджики? Это Фердауси, персидский таджикский поэт, автор самой длинной поэмы «Шахнаме», в переводе «Книга царей», которую он писал 35 лет. Кто такие таджики? Это Аль-Бируни, собрал и описал все известные в его время системы календаря, применявшиеся у различных народов мира, и составил хронологическую таблицу всех эпох, начиная от библейских патриархов. В своих трудах умело рассматривал 4 дисциплины. Это арифметика, геометрию, астрономию, музыку. Кто такие таджики? Это Ибн Сина. На Западе называют его Авиценна. Самый известный и влиятельный философ, ученый средневекового исламского мира. Один из его трудов – это канон врачебной науки. В современном мире до сих пор пользуются его трудами. Создатель розовой воды, которую начали широко использовать в Европе как парфюмерию. Кто такие таджики? Это Аль-Харазми, один из крупнейших математиков IX века. Впервые представил алгебру как самостоятельную науку. До XVI века переводы его книг по арифметике использовались в европейских университетах как основные учебники по математике. От его имени происходит слово «алгоритм». Кто такие таджики? Всем известный философ, математик, поэт и астроном Омар Хайям. Один из его известных высказываний: чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Кто такие таджики? Это Мухаммад Аль-Бухари, мусульманский ученый, мухаддис. Имам оставил после себя множество трудов, важнейший из которых является Аль-Джами ас-Сахих. Над своей книгой он работал 16 лет. Одна из основных суннитских сборников хадисов, является самой достоверной книгой после священного Корана. Кто такие таджики? Это имам Муслим, автор одного из авторитетных сборников хадисов Сахих Муслим. Кто такие таджики? Это Термизи. Занимаясь хадисоведением, он впервые сформулировал и развил понятие хасан, хороший хадис, и гариб, хадисы, которые передавались не сподвижниками пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а другими лицами. Таких великих деятелей, которые сделали мировой вклад во все отрасли науки, можно перечислять долго. Кто такие таджики? Если говорить об архитектуре и городостроении, то можно вспомнить такие современные города с древней историей, как Самарканд, Бухара. Самарканд основан в 8 веке до нашей эры. Таким образом, он является ровесником Рима. Самарканд являлся древнейшей столицей Сагдианы. Бухара основан в VI веке до нашей эры.
На такой глубине археологи обнаружили территории города более 20 метров. На такой глубине археологи обнаружили остатки зданий, посуды, ювелирные изделия, которые датируются в V веке до нашей эры. В просторах Центральной Азии таджики были упомянуты в конце II – начале первого тысячелетия до нашей эры. Кто такие таджики? Не будем забывать про всеми полюбившую таджикскую гастрономию. Это плов, шурпа, курутоп, манты, самса и многие тандырные блюда, которые актуальны в ресторанах Средней Азии, России и многих странах всего мира. Сегодня таджики за пределами своей родины работают и развиваются в сфере науки, бизнеса, производства, медицины, культуры, технологий. Но мы, к сожалению, не подчеркиваем свое происхождение. Большая ошибка таджикских современников – то, что мы до сих пор разделяем свой народ на региональные происхождения и проживание. То, что мы мало изучаем свою историю и не стремимся к объединению. Если мы хотим, чтобы наши матери родили на свет достойных сыновей, которые внесут немалый вклад в современное развитие, как наши предки, то нам стоит объединиться и каждому из нас индивидуально работать над собой во всех направлениях науки, религии, культуры, истории, литературы. Так давайте подчеркивать и говорить о своем происхождении, чтобы мир знал нас с другой стороны. Кто такие таджики? Всем спасибо за внимание.